Здравствуйте, меня зовут Ольга Авдеева, и сегодня я вам расскажу про пограничную ситуацию. Этот рассказ сегодняшний, он для тех, кому в этой жизни действительно становилось страшно, потому что что-то случилось такое из ряда вон выходящее. Для тех, с кем приключались вещи, которые действительно могли ужаснуть. И о том, что теперь с этим совсем можно сделать. Вот это вот что-то случилось из ряда вон выходящее, неожиданное, называется пограничная ситуация. Это понятие ввел философ, психолог и психиатр Карл Ясперс. Происходит это понятие от слова «граница». Дело в том, что возникают в жизни такие ситуации, когда человек словно бы переходит какую-то черту, переходит границу, которая разделяет его существование на «до» и на «после». На «до» того, когда человек жил по инерции, и на «после», когда он вдруг понял, что вот этим самым «после» он может распорядиться самостоятельно. Человек говорит: вы знаете, я как будто две жизни прожил, да, и это в какой-то степени два разных человека, потому что один человек жил по одним принципам, законам, а тот, который после пограничной ситуации, он будет жить уже как-то по-другому. На переходе через эту самую границу человек отделяет себя от того, что оказалось для него, лично для него не совсем важным. Это какие-то такие внешние не очень важные обстоятельства, это какие-то условности, это социальные роли, и он входит в то пространство, где я есть, все, что на это я накручено, вот этого или нет, или это уже не настолько сильно значимо. Конечно же, самое сильное влияние на нашу жизнь оказывает смерть или то, что с ней связано. Но это может быть не обязательно прямо вот конкретная смерть или смерть близкого человека. Это может быть что-то, что на смерть очень сильно похоже. Начиная от того, что ой, с дерева сорвался последний осенний лист, и об этом стоит подумать, и заканчивая смертью кошки или переездом. Ну, вот конкретный пример, например, пограничной ситуации. Идет человек по улице, никого не трогает, и там в нескольких шагах от него падает сосулька, такая заостренным концом, и человек вдруг понимает: а я ведь чуть не умер только что. А дальше у него есть замечательных два пути, когда он может пройти дальше, не умер и не умер, слава богу, там, ладно. Да? Либо он может задать себе вопрос: ну вот я теперь не умер, а как прожил? Теперь, когда я знаю, что все может закончиться так быстро и в одну секунду. Человек задает себе вопросы. Вот у меня есть остаток, у меня теперь есть остаток. И большой вопрос, как теперь им распорядиться. Как распорядиться так, чтобы в тот момент, когда все действительно случится, когда жизнь придет к своему завершению, я бы не почувствовал, что она была пустой, никчемной, бессмысленной и прожитой по каким-то не очень главным параметрам. И вот сейчас этот человек, он стоит перед сосулькой и думает: вот блин, я чуть не умер, думает, ну надо же теперь как-то жить. И на самом деле то, что с ним произошло, с одной стороны ужасно, а с другой стороны это счастливый человек, потому что он только что получил от жизни, даже не то что подарок, он получил от жизни вообще дар. Дар и возможность задуматься, чего ему делать дальше и чему себя посвятить. И тут невозможно не вспомнить слова Михаила Булгакова, его мысли из «Мастера и Маргариты», о том, что человек не просто смертен, но он еще и к тому же и внезапно смертен. Вот эта вот способность быть внезапно смертным делает человека и непостижимым, и непредсказуемым. Не каждый человек вот эту вот такую ситуацию, он использует ее для себя. Шел, упала сосулька, прошел мимо, подумал: о, слава богу, не попало в меня. Пошел дальше, никак не распознав, что с ним что-то интересное только что произошло, или бывает еще хуже. Вот он потом сидит дома и говорит: нет, я уже на улицу не пойду, потому что сосульки падают, нет, я уже в самолетах не полечу, потому что самолеты падают, нет, я еще чего-то там не буду, и все больше забивается в собственный угол, потому что то, что с ним когда-то случилось, пусть и тревожное, не было осмысленно. Не происходит выхода за границу. Происходит скорее еще больше отступления от той точки развития, в которой человек находится. Пограничная ситуация – это феномен.
Его совершенно нельзя разложить по полочкам, его нельзя научно как-то обосновать, его нельзя разложить и привязать к какой-то формуле. То есть с человеком что-то произошло, он был один, а потом стал другой. И тот человек, который стал другой, он более свободный. И никто не знает, как это происходит, поэтому этим опытом очень сложно поделиться. Но одно тут можно сказать: пожалуйста, не бойтесь, не бойтесь, если с вами что-то тревожное происходит, не надо бояться, просто осмыслите, что произошло на самом деле, и поверните это в свою пользу. С вами была Ольга Авдеева, спасибо.